Где отдыхали школьники летом, тюленей отдых уже не актуален для молодежи. Самые продвинутые предпочитают интеллектуальный отдых. В БГПУ знают о желаниях ребят и готовы предоставить им продукт по душе. В образовательном центре Салихова для школьников старших классов был организован интеллектуальный лагерь, где любознательные дети помимо отдыха углублялись в любимые предметы. Традиционных уроков и лекций тут нет. Организаторы отошли от данной формы подачи информации, ведь за год ребята подустали от парт, досок и тетради. В интеллектуальном лагере преподаватель для них товарищ, который знает много крутых вещей, не вошедших в школьную программу. Уже не впервые мы встречаемся с этими ребятами, работаем с ними, но это для них подарок. Они участвуют в акмолинских мероприятиях, Акмолинской олимпиаде, а также в соревнованиях «Умники и умницы». И вот все победители, которые занимали первые, вторые, третьи места, сейчас здесь. То есть лучшие из лучших когда-то были, а теперь еще и из них самые лучшие. Уже, наверное, становится такой замечательной традицией общаться с такими ребятами, потому что одаренные школьники Республики Башкортостан и такой проект является одним из единственных. И поэтому отрадно, что педагогический университет занимается проблемой и решением этой проблемы развития одаренности у школьников, поддерживают их именно такими слетами, поддерживают их инициативу и желание стремиться участвовать во всех олимпиадах. Это очень здорово. Каждый заезд отличался от предыдущего лишь предметом изучения, но неизменными остались веселые времяпровождения и психологические тренинги, которые, к слову, очень популярны у тинейджеров, ведь ничто так не увлекает, как познание самого себя. Какой-то Иван Петрович кому-то что-то сказал насчет какого-то собрания, которое должно было произойти в 3 часа года там. Салихово – социально-образовательный центр на базе школы Чишминского района, предназначенный стать местом общения студентов и школьников вне учебного процесса. Хоть и находится он в селе, но отвечает всем требованиям комфорта. Тут и светлые комнаты для проживания, комфортабельные учебные аудитории, оснащенные Wi-Fi, душевые, столовая, просторная прилегающая территория. Обучение должно проходить постепенно, и каждый день ты должен узнавать что-то новое. Если ты этого не будешь, то ты остановишься и не сможешь развиваться дальше. И почему бы не почитать книжку летом, когда есть свободное время? И сам процесс общения, он находится на достаточно высоком уровне, так как мы не просто обычные ребята, а уже с неким багажом сзади мы можем что-то дать другому, передать информацию, знания другому. Вот вчера мы на лекции разговаривали про Золотую Орду, и в этот момент я с девушкой говорила про Александра Македонского, при этом она поддерживала меня, и мы проводили аналогии, мы сравнивали, и нам это действительно захватило очень сильно. Для студентов работа с одаренными детьми – это большая практика. Здесь они совершенствуют свои профессиональные навыки и как педагога-предметника, и как воспитателя-организатора. Эти занятия, они углубляют школьную программу и охватывают темы, которые, может быть, недостаточно выделяется часов в рамках учебных занятий. С ними очень даже интересно. Они отличаются друг от друга, у них интересные ответы, оригинальные мысли. В общем, нам понравилось с ними работать. Работа с одаренными детьми ведется совместно с благотворительным фондом «Урал». Поэтому детям предоставляется возможность проходить интеллектуальный лагерь совершенно бесплатно, как бонус за отличную учебу. А специалисты БГПУ всегда найдут, чем их удивить, развить творческие и научные способности.